Некорректное и необоснованное начисление платы, некачественное оказание услуги, нарушение графика вывоза мусора. В деятельности регоператора по обращению с ТКО ошибок еще хватает. За 9 месяцев со дня начала мусорной реформы в адрес службы Стройжилтехнадзора Коми поступило порядка 1000 обращений от граждан и организаций. И по каждому 4-му нарушение. При выявлении таких фактов региональному оператору выдаются предостережения, предписания на устранение выявленных замечаний. И здесь хочу отметить, что региональным операторам, надо отдать должное региональному оператору, замечания устраняются практически незамедлительно. То есть фактов неустранения замечаний со стороны службы еще зафиксировано не было. Немало жалоб от жителей отдаленных населенных пунктов, где подрядчики регоператора из-за отсутствия дорог подолгу не вывозят отходы. Получается, фактически услугу не оказывают, но счета выставляют в срок. В каждом подобном случае разберемся и сделаем перерасчет, заверил представитель регоператора. В таких случаях мы будем stornировать начисление. Если коммунальная услуга не была оказана в нужном объеме, и мы не смогли туда приехать, и мусор не забрали, и в данном случае, в поселке Переуральска, мы будем stornировать начисления потребителям коммунальной услуги. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми на это возразил, мол, нередки ситуации, когда перерасчет не делают. Здесь явно прослеживается несогласованность действий регоператора и его подрядной организации. Жилфонд разослал своей подрядной организации, Коми энергосбытовая компания, которая выставляет счета, письма, в которых указала, что в таких-то населенных пунктах услуга по вывозу мусора с ноября-декабря прошлого года не предоставлялась. Таких писем было несколько, у меня есть одно. Человек ко мне обращается, который проживает как раз в населенном пункте, который не должен был, то есть эта услуга не предоставлялась. Значит, не надо людей вводить в ступор вот этими счетами. Документы, договор, все с ноября. Для кого это все пишется? Вы контролируете вообще эти вещи или нет? К слову, у регоператора свои претензии в адрес бизнеса. Юридические лица не спешат заключать договоры на вывоз мусора. Бизнес-омбудсмен на это возразил, мол, оплата по нормативу разорит многие предприятия. Они готовы заключать договоры, если будет возможность оплачивать вывоз мусора по фактическим объемам. Такое предложение поддержал, между прочим, и представитель прокуратуры. Заведомо, на мой взгляд, ущербный подход вообще к организации этой работы. То есть регоператор должен располагать и собирать информацию о том, кто образует отходы и с чьими отходами они вынуждены работать. А у нас подход с ног на голову. Давайте нам вначале все заплатят по нормативу, а потом мы будем разбираться с тем, как мы будем вывозить. Прозвучали претензии в адрес местных властей. Из 21 муниципалитета в 13 до сих пор не разработана схема по обращению с ТКО, что порождает несогласованность в работе регоператора и подрядчиков, а также массовые ошибки в начислениях. Следовательно, администрация муниципальных образований необходимо еще раз разъяснить их полномочия в системе по обращению с ТКО, рекомендовали участники круглого стола. Кроме того, необходимо провести ревизию на предмет заключения договоров с юридическими лицами и бюджетными организациями. В свою очередь, сами общественники продолжат мониторинги по несанкционированным свалкам. Алексей Корчма, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.